Добрый день, уважаемые эксперты Республиканского фестиваля цифровых и бизнес-технологий LibreFest for Kids and Teens. Я Павлова Ивлана, ученица 8 класса Павловской СОЖ, представляю вашему вниманию наш авторский проект «Путешествие по литературной Якутии с интерактивной виртуальной игрой». Цель проекта – создать и использовать технологию интерактивной игры как элементов дополненной реальности, собственную интерактивную настольную литературную игру «Путешествие по литературной Якутии», которая будет способствовать повышению мотивации учащихся в чтении и изучении истории Якутии. Гипотеза: если создать собственную настольную игру «Путешествие по литературной Якутии», которая будет снабжена элементами интерактивной игры, то возможно получить настоящее интерактивное пособие для использования на уроках литературы, занятиях по краеведению. Объект исследования. Литературная игра как процесс активации внимания и воспитания интереса к литературе у школьников. Предмет исследования. Литературные места Якутии, связанные с именами русских писателей, творчество русских писателей, чьи имена связаны с Якутией. Задачи исследования. Выучить научную методическую литературу по проблеме исследования, выявить специфику литературной игры, собственное развитие внимания и интереса к русскому языку и литературе, разработать вопросы и задания для литературной игры «Путешествие по литературной Якутии», собрать информацию о русских писателях, чья жизнь связана с Якутией. Русских писателях, чья жизнь. Дома, улицах, площадях, носящих имена русских писателей или связанные с их жизнью и творчеством, упоминания о Якутии творческих русских писателей. В ходе исследования над виртуальной игрой мы нашли 18 улиц, названных в честь имен русских писателей в городе Якутске. В Якутии побывали в ссылке 9 русских писателей, поэтов и этнографов. Из них самые долгие годы жили далеко от родины Николай Гаврилович Чернышевский, 12 лет в Вилюйске, Эдуард Карлович Пекарский, 25 лет в Татинском Улусе, Вацлав Леопольдович Сирошевский, 6 лет в Верхоянске и 6 лет в Намском Улусе села Апаны. Владимир Германович Танбагарас 10 лет прожил в Среднеколымске. Многие русские писатели запечатлели в своих произведениях Якутию, обряды и обычаи якутского народа, красоту реки Лена, красоту природы Якутии, памятные места русских писателей. Это бюст Пушкина, памятник бюст Короленко и памятник бюста Листуашеву Малинскому. Заключение. В ходе работы над проектом была создана игра «Путешествие по литературной Якутии», которая может быть использована для повышения интереса школьников к литературе и расширения их знаний о Якутии. В будущем мы планируем создать настольную игру и улучшить качество дизайна. Составление презентации, которая может быть использована как дополнительный мультиматериал, освоена технология создания интерактивной виртуальной игры. Таким образом, цель проекта – создать, используя технологию создания интерактивной настольной игры как элементов дополненной реальности, собственную интерактивную виртуальную игру «Путешествие по литературной Якутии», которая будет способствовать повышению мотивации учащихся в чтении и изучении истории столицы, нами достигнута. Гипотеза подтверждена. Мы получили настоящее литературное пособие, которое реально можно использовать на уроках литературы по краеведению. И теперь представляю вашему вниманию интерактивную игру «Путешествие по литературной Якутии». Игра состоит из вопросов викторины и 4 ответов, из которых нужно выбрать правильный ответ. Вопрос к викторине подбирается самостоятельно. Первый блок вопросов из истории Якутии. Второй блок вопросов – писателей и этнографов, чья жизнь связана с Якутией. И третий блок вопросов – упоминания о Якутии в творчествах русских писателей и этнографов. Спасибо за внимание. 2. Чтобы присоединиться к викторине, откройте 3F, запишите номер викторины и нажмите «Начать викторину». На основе чего возникли первые улицы в Якутске? Первый вариант. На основе тракторных дорог.
Второй вариант в связи с новыми постройками. Третий вариант с расширением границ Якутска. Четвертый вариант, чтобы ввести порядок в городе. И мы в конце видим правильный ответ. Дальше нажимаем на следующий вопрос и отвечаем дальше.